Во имя человеколюбия – выражение, которое несколько раз используют новоафонские монахи в своих письменных обращениях в органы советской власти с просьбой остановить ликвидацию их монашеской трудоартели. Эти слова и вошли в заголовок книги Анастасии Каскелло. В центре повествования последние годы существования Новоафонского монастыря перед его закрытием в 1924 году. История уникальной новоафонской монашеской трудовой артели и репрессий в отношении монахов. Исследование основано на уникальных архивных документах из фондов Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории, большинство из которых публикуется впервые. Издание книги, которую мы представляем, приурочено к трагической дате в истории православия на Кавказе, в Абхазии, к столетию изгнания монахов из Нового Афона. Публикация – это результат сотрудничества нашего Новоафонского монастыря с Российским историческим обществом. Называть 1924 год годом закрытия Новоафонского монастыря не совсем корректно. Официально Новоафонский монастырь был закрыт еще в 1921 году, практически сразу после установления советской власти в Абхазии. Здания монастыря и новоафонское хозяйство с этого момента считались национализированными, и последующие 3 года монахи продолжали жить и трудиться в Новом Афоне в качестве так называемой трудовой артели. В советский период история закрытия монастыря освещалась исключительно в изданиях пропагандистского характера. Особо подчеркивалось, что монахи были замечены в пособничестве грузинским меньшевикам и в участии в меньшевистской авантюре 1924 года. Соответственно, его закрытие изображалось как закономерный итог социалистической революции и результат народного волеизъявления. В церковной среде советских времен бытовало красивое предание о том, что монастырь был закрыт по приказу Сталина, и что якобы председатель Совнаркома Республики Абхазия Нестор Аполлоныч Лакоба, в прошлом ученик монастырской школы для мальчиков, испытывая благодарность к отцам-монахам, принявшим такое участие в его жизни, пытался спасти монастырь от закрытия. Это предание нашло отражение в самиздатовской литературе советского периода. Существовал так называемый анонимный рассказ верующей женщины. В частности, в книге опровергается общепринятая версия о том, что артель была ликвидирована по приказу Сталина, а председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба пытался отстоять ее перед центром и защитить монахов. Председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар отметил, что после прочтения книги у него сложилось двойственное отношение. По его мнению, необходимо рассматривать данный вопрос с позиции абхазской стороны. Я могу говорить, потому что я сам историк. Тут всегда очень важно понимать не то, что только сообщают документы, да? Но эти документы при каких условиях создавались и какие проблемы возникали, какие были трудности и насколько все это отражает подлинную картину событий, которые происходили в то время. В данном случае я этот подход транслирую к личности Нестора Лакоба, где не совсем я согласен с теми оценками, которые приводятся в этой книге. Потому что в этой книге приводятся материалы о том, как только начались послереволюционные движения, сразу появилось очень много групп абхазцев, которые пришли и требовали от настоятеля Иерона вернуть их отцовские земли. В данном случае жители села Ацо, которые действительно попали в Иванухово впоследствии. Почему? Потому что мы должны реконструировать в голове, что этот монастырь создавался не только как духовная миссия, не только как просвещение, но это такой центр Российской империи, где защищались интересы Российской империи. Это совершенно однозначно, в этом смысле, конечно, Нестор Аполлоныч прав. Я иногда задаюсь вопросом, на чьей стороне должен был быть Нестор Лакоба? На стороне крестьян своих собственных или на стороне монахов, которые в свое время у этих крестьян отобрали земли. Поэтому вот этот ракурс немножко нужно нам посмотреть. Книга выпущена при поддержке Российского исторического общества и Новоафонского монастыря во имя святого апостола Симона Канонита. Шазина Ханагуа, Константин Парулуа, Абхазское телевидение.